Казань услышит органистов Европы. Первый концерт цикла в Большом концертном зале проходит уже в эти минуты. Органную музыку Баха исполняет Мартин Зандер, всемирно известный немецкий органист, профессор Высшей школы музыки. Он выступает по всему миру, консультирует международные органные проекты и конкурсы. Накануне Мартин Зандер провел мастер-классы для студентов Казанской консерватории, а также дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Полине Кострицкой. Мартин, вы так хорошо говорите по-русски. Я знаю, что у вас глубокая связь с Россией, у вас русская жена. Ну, это сначала извиняюсь, что по-татарски вообще не говорю, и русский только плохо, но это русский из-за жены точно, потому что дома говорим наполовину на русском, наполовину на немецком, чтобы сын научился русский. Чем можете объяснить свою тягу, интерес к России, русской культуре? Не могу точно сказать. Как-то я знал, что большая культура, очень хорошая литература. Хотел это читать на русском, до сих пор не успею, но поэтому стало интересно. Вы много говорили о сильной стороне русского музыкального образования. В чем она заключается для вас? Насколько я понимаю, расстроит это хорошее образование. Что я понял, что меняется, потому что это образование с музыкальными школами, и потом колледж, и уже консерватория. Вот это очень хорошо, очень хорошие учители на каждом уровне. И это очень важно. Если на одном уровне уже их нет, то как людям попасть на еще другой? Что самое сложное для органиста? На мой взгляд, со стороны это координация движений, перемена регистров. Это как раз очень похоже на то, что спортсмены должны делать. В таких вещах, как прыжки, это очень точная техника там им надо, очень точная координация. Все эти исследования, которые музыканты используют, они сделаны для спортсменов. Какие атрибуты необходимы органисту? Я знаю, что у вас есть специальные ботинки. Большинство берет танцовых обувь, которые очень хорошо подходят. У меня просто обычные дедушкины обувь, которые я уже покупал, когда я был еще мальчик. И их не отдам. Они вам удачу приносят, как вы считаете, эти ботинки? Это не так, но чувство, там же надо хорошее чувство с ногой. И это меняется. Если другими играть, то все меняется. Поэтому органисты играют старыми, уже нехорошими, выглядящими тапками, но не их отдадут, потому что привыкнули и хочется с ними дальше жить. В Казани вы будете исполнять произведение Баха. Как вы думаете, почему об этом композиторе знает каждый? Я думаю, что Бах первый раз нравится, потому что что-то понятно в музыке. А есть много музыки, которая первый раз понравится, и второй раз уже скучная. А у Баха каждый раз найдешь что-то новое. Мартин, а в чем, по-вашему, ключ к счастью? Знать несчастье, знать все. Это как в русской литературе. Просто счастья не бывает. Бывает только это слишком сложно мне говорить на русском про это. Ну, если знаешь страсти и что все бывает в жизни, тогда и понимаешь счастье. И, по-моему, это все в этой музыке, которая большая, великая музыка, все это там. Никакой композитор не был просто счастлив. Они все страдали. И если получилась потом счастливая музыка, это еще со слезами, которые только что успели сохнуть.